Если кто-то из вас был в прошлом году на молодежке, может быть, помните, что я рассказывала о полных эклектических формах местоимений в славянских диалектах. Но в этот раз будет совсем не то. Я специально, кстати, не использую термин «краткие формы» в противопоставление полным формам, потому что, вот давайте посмотрим на рыжие поля, у некоторых местоимений и эклектические, и полные формы выглядят одинаково. Или вот смотрите на голубые поля. У этих местоимений клетические формы вообще не короче полных и отличаются от них только наличием протетического «н». То есть я не буду говорить о кратких и полных, я буду говорить о клетических и полных формах. Это будет корректнее. Сегодня только о клетических. В предложении все местоименные глагольные клитики группируются в кластер, который функционирует как единое целое, не может быть разбит полноударной словоформой, располагается на том же месте и подчиняется тем же правилам, что и единичная клитика. В современном литературном славянском языке порядок клитик в кластере строго определен. Смотрите, сначала идут формы бытийного глагола, которые нас сейчас не интересуют. Потом возвратно-личное местоимение, сначала датив, потом аккузатив. Потом личное местоимение, тоже сначала дательный, потом винительный, а потом еще родительный. И опять бытийный глагол, который нам не нужен. Как видите, 3 падежа, 5 позиций. Позволю себе напомнить, что из себя представляет славянский язык. Это самый северный из южнославянских языков. В Балканский языковой союз он не входит. Там нет Балкан, там Альпы. Последние 1000 лет на славянский язык мощно влиял немецкий, особенно баварские диалекты. И с разных сторон еще мощно влияют итальянский, фриульский, венгерский, хорватский снизу влияет так немножко. Рельеф там гористый, поэтому огромное диалектное разнообразие. Я обработала диалектный материал объемом 2500 страниц и составила атлас славянских клитик, как часть диссера, который я очень надеюсь в этом году все-таки защитить. И вот часть этого атласа сегодня я вам покажу. Вот так выглядит моя сетка, но это, строго говоря, не сетка, потому что я просто брала весь синтаксически достоверный материал, поэтому где-то пусто, где-то густо. Уж извините, а что за материал-то? В основном это научные работы славянских диалектологов. Также я активно пользовалась курсовыми, дипломными студентов Люблянского и Мариборского университетов. А еще я использовала сборники серии «Гласови». Это сборники диалектных текстов, которые чаще всего составляют или диалектологи, приехавшие в родной диалект, или местные энтузиасты. И это такие научно-популярные сборнички, но, естественно, я использовала не все без разбора, а только те, чью синтаксическую достоверность мне подтвердили славянские диалектологи. Я же не хотела сесть в лужу и набрать ненужный материал, правильно? В научно-популярных публикациях используется упрощенная транскрипция, потому что они для того, чтобы их читали обычные люди. Но для меня это не важно, потому что я исследую не фонетику, а синтаксис. И такие источники для меня столь же ценны, как и прям научные-научные. Какую территорию покрывают мои записи? Почти все славянские диалекты. 452 населенных пункта на территории Словении и соседних стран. Но при картографировании я их объединила в 288 пунктов, сжала, то есть на треть, чтобы карты лучше читались. Иначе просто была бы каша, никто не смог бы такую карту читать. Итак, у нас 3 падежа и 5 позиций. Что может пойти не так и почему? Во-первых, клитики личных местоимений дательного падежа иногда по диалектам стоят после винительного и родительного. Ну, то есть максимально далеко от начала кластера. Правильно ли я поставила стрелочку? Может быть, это и есть их исконный порядок? Нет, Залезняк-свидетель. Клитика дательного падежа стоит перед винительным в самых ранних памятниках. А то, что мы видим вот тут, это инновация. Давайте посмотрим карту. 3 на удивление компактных ареала, все 3 на территории Словении. Самый крупный дисперсный ареал, зелененький, видите, охватывает верхнесавинский диалект с алчавским говором. Это удивительная местность в предгорьях Альп, где мне постоянно попадались самые удивительные инновации, и это одна из них. Еще один небольшой ареал находится в горенском диалекте. Это Медвежий угол. Это горная дорога к Бахинскому озеру, где сохранилось много архаики. В основном, конечно, в области фонетики, но в синтаксисе тоже. И еще один точечный ареал – это Краньско-горский говор зильского диалекта на границе Словении и Австрии. То есть это Альпы, это глушь. Там горнолыжный курорт рядом. То есть у нас горенская, карентийская и штирийская группы. Никакой закономерности я тут не вижу, но, по крайней мере, теперь у нас есть информация. Владун Нартник еще в 1987 году писал, что в славянском литературном языке базовый порядок клитик, датив, аккузатив может нарушаться, если влияет более мощный фактор. Какой? Лицо. Он пишет, что клитики первого и второго лица стремятся стоять перед клитиками третьего лица, и падеж им не помеха. Давайте посмотрим пару моих примеров. Точно ли в этом дело? Аккузатив третьего лица стоит перед дативом первого лица. Получается, это не оно. Третий перед первым. Это не то, о чем писал Нартник. Давайте посмотрим еще. Вот у нас снова аккузатив третьего перед первым. Опять не то.
Получается, они меняются местами не из-за лица, а из-за чего-то другого. Я не знаю, из-за чего. Дальше у нас пойдут явления, почти не выходящие за пределы приморской группы. Это Запад, то есть это романское, хорватское влияние. Там очень много всего интересного, и славянские исследователи об этом пишут, но никто пока что не картографировал. Дальше у нас идет плясать возвратно-личное местоимение. У него две клетические формы, дательное «си» и винительное «се». В литературном языке и в большей части диалектов они стоят перед личными местоимениями, второй, третий ранг. А какой порядок изначальный? А никакой. В обоих случаях это инновации, где бы они ни стояли относительно обычных личных. Залезняк не даст соврать. В древнерусском кластере, который практически идентичен старославянскому, сначала шел датив любого местоимения, потом аккузатив любого местоимения. Они не считались между собой, кто личное, кто возвратно-личное. Было всего два ранга для местоимений – датив и аккузатив. Причем критики аккузатива еще и не были вполне критиками. Они поздно присоединились к кластеру, поэтому и стояли в его конце. Критик родителей вообще не было. А в современном славянском, смотрите, как все усложнилось. 5 рангов. Так вот, в приморской группе возвратно-личная клитика может стоять после личной. Это юго-западный латеральный ареал. Вон он там черненьким, видите? 3 ареальчика. На самом севере ареал охватывает Рязьянский, Терский, Бердский и частично Красский диалект, и все это в Италии. Ниже у нас точечный ареал на границе нотринского и рижанского диалектов в окрестностях Триеста. И это тоже в Италии. И в самом низу мы видим небольшой дисперсный ареал на юге нотринского диалекта, на границе с Хорватией. Вот тут уже можно предположить прямое влияние хорватского порядка слов, где, вот вы помните, порядок именно такой. Сначала личный, потом «се». А севернее, очевидно, романское влияние, по крайней мере, так считают славянские диалектологи. Когда я говорю романское, я имею в виду не только итальянский, но и фриульский. Там та еще диалектная каша на севере Италии. Получается, разные факторы приводят к одинаковому результату. И западная граница славянской языковой территории типологически сближается с обширным ареалом, включающим все остальные южнославянские языки, где обычные, личные предшествуют возвратно-личным. Давайте посмотрим пример. Поехали дальше. Дальше у нас ярчайшая приморская инновация. Это клитики именительного падежа личных местоимений. В кластере они чаще всего стоят в самом начале перед глагольной клитикой. Такой типа нулевой ранг. Ареалы этого явления совпадают с ареалами того, что мы с вами только что разбирали. 3 дистантных ареала. Но есть отличие. Тут в северном ареале четко видно очаг. Это рязьянский диалект, самый самобытный и ни на что не похожий. Там клитика именительного падежа абсолютно системное явление, правило. Ну, а 2 ареальчика на юге, конечно, сплошные, компактные, красивые, но клитика именительного падежа там встречается спорадически. То есть романское влияние, без вариантов. Вот вам парочка красивых примеров. Как раз мне нужно сейчас уже упомянуть местоименную репризу. Что это такое? Это то, что знают те, кто знает болгарский и македонский. Это дублирование прямого дополнения или подлежащего краткой формы личного местоимения. Только там это системное явление литературного языка, а в славянском это диалектная диковинка. Хотя я его слышала и в литературной речи студентки-филолога, носительницы нотринского диалекта. «Мені міє ушеч». «Мені міє более ушеч послушать, код анализировать». Это литературный язык вполне, с диалектным синтаксисом. Красота? Так, вот у нас ареал местоименной репризы. Посмотрите, какая красота. Это прямо из заглоса, как она красиво идет. Славянские диалектологи единодушны. Это романское влияние. Кстати, в болгарском и македонском тоже считается романское влияние, просто очень старое. Дублироваться таким образом у нас может и датив, и аккузатив, и номинатив с одинаковой частотностью. Ареал красивый, дисперсный, латеральный, охватывает все приморские диалекты, кроме обсочского. И на юге, смотрите-ка, он заходит серенько, видите, в долинскую группу диалектов, в кустелский диалект. Ничего себе распространился. Картину, правда, портит нам только необъяснимый точечный ареал в горенском диалекте. Видите, фиолетовое? Он отделен от приморских диалектов Юлийскими Альпами, Триглавским народным парком, деревня Бухинска-Бела. Как туда занесло это явление? Уму непостижимо. Ну, нам сейчас не важно. Нам важна только местоименная реприза именительного падежа. Вот я вам в кружочке обвела 4 маленьких ареала местоименной репризы именительного падежа. Как видите, 3 из них действительно точечные, а самый крупный, выразительный, снова рязьянский диалект, где подлежащее дублируется системно. Но пример я приведу не из него, вы уж меня извините. Вот, смотрите, жирным я выделила нормальное, полноударное «он», а подчеркнула клетическое «он», которое «ан». Вот, дублируется именительный падеж. Красота. Вот и все. Спасибо большое. Понимаю.
Как в репризе это работает, а без репризы? И без репризы есть. Как определяется, что ее критичность? Как определяется критичность? По тому, где она стоит, по положению, в кластер она влезает. Примыкает к кластеру с левой стороны. После глагола? Нет, у нас кластер не зависит от глагола. Вот если бы это был после, значит после управляющего глагола. Тогда это было бы, конечно, доказуемо. А так у нас максимально доказуемо, и это только с местоименной репризой. Но все равно уже нам... Кстати, я же не только карты делала, я еще и статистику частотности проводила. То есть у меня там видно, где спорадически, а где прям системно-системно. И там однозначно рези, очаг. И что там сюда? Да это вообще не важно. Я разделяю синтаксические клитики и фонетические клитики. То есть я вообще фонетику отметаю, это не важно. Славянский язык среди, я, наверное, не буду голословно, если скажу, что среди славянских выделяется тем, что там клитики могут принимать ударения и нарушают некоторые базовые правила, характерные для клитик. Например, они могут стоять отдельно от всего. Как это у нас называется? Га-га-эллипсис. Например, я вас спрашиваю, га видишь? Ты его видишь? А вы отвечаете, га. Это клитика. Понимаете? Она стоит самостоятельно, и она под ударением. Это славянский. Так что, извините, на фонетику в плане синтаксических клитик ориентироваться нельзя ни в коем случае. Ну да, это нормально, это современная штука? Да, это абсолютно системная штука, но чисто в узусе, разумеется. Так как у нас норма кодифицирована Топоришичем в его славянской грамматике, и все славянские диалектологи пляшут от Топоришича, ни шага в сторону, то у нас это официально никто об этом не говорит, но это повсеместно. Скажите, пожалуйста, резьянский материал у вас по каким источникам? Резьянский диалект у меня, к сожалению, не очень велик. В основном он у меня по диалектным записям Матея Шекли, который много лет туда ездил, собирал и исследовал. Может быть, стоит посмотреть материалы Будуэна? Нет, нельзя, потому что я себя ограничила второй половиной 20 века и началом 21-го. Мне очень важна именно синхронность. Я не хочу, чтобы это все растекалось и представляло из себя диахронию. То есть я и так залезаю в диахронию, но в 16 и 18 век. А диалектный мне нужно именно синхронный срез. Поэтому нет, я себе сказала, бей себя по рукам, никакого Будуэна. Потом-то можно, конечно.